Добрый вечер, с вами Ирина Ефимова и программа «Якутия Лайф». В начале февраля стало известно, что Якутск стал столицей международной акции «Тотальный диктант». Наш город получил большинство голосов жюри, обошел с большим отрывом Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. В прошлом году столицей «Тотального диктанта» был Санкт-Петербург, а автором текста к нему – писатель, якутянин Андрей Геласимов. И этим вечером он в нашей студии. Добрый вечер, Андрей Валерьевич. Здравствуйте, Ирина. Спасибо большое, что согласились прийти. Мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос нашему гостю можно по телефону 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 05 02. Андрей Валерьевич, а вы сами писали «Тотальный диктант»? Нет, не получалось. У меня слишком напряженный график. Это все время выпадает на какие-то книжные салоны. Это обычно в апреле бывает, и это время Парижского книжного салона. Я чаще всего там бываю в это время. А как нам так повезло, что вы сейчас здесь? А вот сейчас нет салонов. Из-за пандемии, да? Да, из-за пандемии. Уже второй год нет. В прошлом году пропустили все крупные книжные ярмарки мировые. И в этом году тоже. А вот как, кстати, так получилось, что вы именно во Франции самым популярным российским писателем стали? Вот почему, что такое французы в ваших книгах? Ну, это началось находят? именно с «Жажды», которая вот сейчас вышла на якутском языке. Я буду ее презентовать скоро здесь, в Якутске. Именно «Жажда», которая написана здесь, в Якутске, она и получила признание, по-моему, в 2005 году на Парижском книжном салоне, и была там названа главной русской книгой и вообще открытием Парижского книжного салона. У нее даже есть официальный там титул «При де Кувре», то есть приз открытия. То есть меня вот открыли официально французы, они за это уцепились, и с тех пор эта история хорошо идет. А вас же даже после этого считалось, что вы вообще работаете на западного читателя? Там, вот, Ну, как так Ира, получилось? какой западный читатель? Повесть «Жажда» написана в Якутске. Я был преподаватель Якутского университета. Я не только о западном, я ни о каком читателе не думал. Я писал для себя и для своих студентов. Эту повесть конкретно. И сюжет этой повести конкретно вам Стос подсказал? Нет, Вот, Стос или Стас Богомолов, он мне подсказал сюжет романа «Год обмана». Экранизированного, кстати, дважды. Так что я Стосу все еще должен. У меня есть две экранизации. Полнометражная с очень там известными артистами. Катя Вилкова играла. Вот эти два брата, Андрей и Алексей, забыл их. Чадовы. Вот был Андрей Чадов или Алексей, я их путаю. Вот. Алексей, наверное. Алексей, наверное, да. Ну, который помоднее, вот тот был. Алексей, точно. Тот был, да. Ну, вот. А потом мы сняли для Первого канала еще и многосерийную версию, сериал, который назывался «Обмани, если любишь». Там дебютировала замечательная артистка Юля Хлынина. Она играла мою Марину, вот ту, что Катя Вилкова играла в первой версии. Потом Юля Хлынина это играла. Сейчас Юля очень известная актриса. А вам больше самому что нравится? Какой вариант? Сериал или... Ну, они разные очень. Мне очень нравится и как Юля играет мою Марину, и как Катя. Я их обеих люблю. Они очень разные, потому что Катя же блондинка, и она такая немножко нездешняя. А Юля брюнетка, да, и она такая строгая, она так своих партнеров и своих героев по кадру, она их прям напряженно, в напряжении держит. В общем, ну, они разные, эти вещи, и мне нравятся они обе, пожалуй. Хотя Чадов очень убедителен в роли моего Михаила. Ну вот, знаете, обычно писатели бывают недовольны экранизациями, а вот вы как-то как будто всегда довольны. Понимаете, в чем дело, Ира? Для обеих этих экранизаций сценарий писал я. То есть я сам переделал свой роман сначала для полного метра, и потом для сериала. И, собственно говоря, и с остальными экранизациями также. «Жажда» экранизированная, это тоже я написал сценарий. Единственный сценарий, который я не писал по моим произведениям, это «Кеды», совершенно верно, это Сергей Александрович Соловьев написал сценарий сам. Потому что, ну, куда мне равняться с великим мастером? Я был счастлив от того, что он выбрал мой рассказ для экранизации. А «Дом на Озерной», вот сериал тоже вы писали? Это я писал, да. Причем я сначала писал сценарий по заказу Первого канала. Это придумал в свое время Джаник Файзеев и Анатолий Максимов.
Они мне сделали предложение, сказали, нам нужна семейная история, какая-то вот в каком-то провинциальном городе, чтобы вот семья жила большая, у них возникли проблемы. Я им предложил эту идею с тем, что они там закладывают свои квартиры, и все съезжаются в один дом, живут в этом доме, и все семьи давно не жили вместе, и вот у них начинаются сложные отношения, включая этнические, национальные, там один зять таджик оказался. Вот, эту идею я им принес, они говорят, отлично, пишем. Я написал сценарий, сняли фильм и сериал, там играл Василий Лановой, Ирина Купченко, Никита Высоцкий, сын Владимира Семеновича. Хороший очень каст был. И потом издательство «Эксмо» просто сказало мне, давайте сделаем книгу на основе сериала. То есть в данном случае мы шли обратным путем. Не от книги к визуальному продукту, а наоборот. Сначала был сериал на Первом канале, и потом я сделал книгу. А как легче? Но это было совсем просто. Я там даже на спор с редактором «Эксмо» поспорил, что сделаю это за 2 месяца. За столько книга не пишется. Но я сделал. Ну, я прям с экрана, вот экран. Я смотрел монтажную копию, версию, и, значит, с экрана диктовал жене, она быстро записывала. Я просто переделывал в прозу. Там, где у меня стоят ремарки, да, я вставлял прозаический кусок. Вот, а диалоги же уже написаны. Поэтому было нетрудно. Но вообще ваши романы все называют кинематографичными Да. очень, да, и действительно там легко очень представить, что происходит. Вот, ну, сразу картинка в голове. Да, это связано с тем, что я театральный режиссер по образованию. Ну, ведь вы ведь ГИТИС закончили, Да. после этого вернулись в Якутск. Совершенно верно. Вернулся в Якутск и стал работать сначала в русской драме, в русском театре, но потом понял, что театр — это не мое, и я вернулся в университет, в свой любимый Якутский государственный университет, где 10 лет отработал преподавателем, защитил диссертацию и дослужил от лаборанта кафедры до доцента. То есть диссертацию вы уже после ГИТИСа писали? Конечно, да, здесь, в Якутске. В Якутске под По руководством... по Оскару Уайльду? Да, по Оскару Уайльду под руководством Анатолия Алексеевича Бурцева. Это мой научный руководитель и, в общем, учитель. Учитель с большой буквы. А почему вот именно Оскар Уайльд? Это придумал Анатолий Алексеевич. Бурцев придумал. То есть я на последнем курсе ГИТИСа, вернее, наш курс Анатолия Васильева, мы репетировали Оскара Уайльда. Мы репетировали его диалоги. Есть такие у него диалоги, называется «Упадок лгунья», «The Decay of Lying». И я вот, когда стал работать в университете, лаборантом, моя хорошая знакомая подруга Алина Находкина, которая сейчас руководит кафедрой перевода, она мне сказала, слушай, Бурцеву, наверное, нужен аспирант. Сходи, поговори с ним. Она так заботилась обо мне. Вот. Ну, как бы, а что ты, говорит, лаборантом работаешь? 2 высших образования. Ну, вот. И я зашел к Анатолию Алексеевичу, мы с ним поговорили, и он говорит, а что интересует? Я говорю, ну вот Оскара Уайльда недавно репетировали. Он говорит, о, отлично, давай напиши диссертацию про восточные влияния. Китайские, японские, буддийские. У Оскара Уайльда. Я так удивился, когда он это сказал, я подумал, ну где викторианская эпоха, да, Англия, и где буддизм? А потом оказалось, что есть очень много всего. И настолько Бурцев оказался прозорлив. Я когда защищал эту диссертацию потом в Москве, в МПГУ, совет собрался докторский. Они были в восторге. Просто вот приехал мальчик из Якутска от Бурцева. И, значит, они говорят, так много нового мы узнали про Оскара Уайльда. Вам было интересно ее писать? Безумно. Было, пожалуй, не менее интересно, чем теперь, когда я пишу художественные книги. Исследовательская работа с литературой, она потрясающе любопытная. Я и потом испытывал это удовольствие, когда писал роман «Роза ветров», исследовал вот, проблемы освоения Дальнего Востока, в том числе и там, и в Якутск вот заходила эта команда Невельского. Они ехали через Якутск на Тихий океан и по Охотскому тракту. Ну тогда все через Якутск ехали. Конечно, да. Там был, кстати, забавный случай, когда Невельской женился на Екатерине Ильчининовой, и ей было 18 лет, и они ехали из Иркутска в Якутск, да, по Лене, то в Якутске все говорили, это едет будущий губернатор Якутска. И, значит, когда приехала Катя, молоденькая выпускница Смольного, ей 18 лет, все говорили, вот, губернаторша будущее. Но так не случилось, они уехали на Тихий океан. Так вот, пока я занимался исследованием к этому роману, я получал огромное удовольствие. Едва ли не, ну такое же, как когда пишешь. Потому что много всего узнаешь про историю вот своего края,
республики нашей, про общие геополитические проблемы России в тот момент, которые очень похожи на современную политику. Это интересно. Но вы всегда как-то целиком погружаетесь, да, в материал. Вот когда писали роман о рэпе, Да, чистый кайф. Да, я, тоже я, на пришлось 2 года, погрузиться, я да? на 2 года начал носить толстовки, я не выходил из творческого объединения «Газгольдер», все время общался с рэперами, спрашивал у них всякие разные вещи, которые я понятия не имел. Я не знал молодежной субкультуры на тот момент. Ну, вообще, то есть для меня это было не близко, непонятно, и вся эта эстетика, их взаимоотношения, их сложности их жизни, в том числе и химические зависимости, они почти у каждого из них. И вот когда я с этим столкнулся и погрузился, я так на 2 года плотно, да. И часто бывал на концертах у Басты, ездил с ним в тур по Германии. Но до этого ведь вы рэп не... Не просто не любил, а в общем даже не понимал. Но русский рэп в особенности. Скажем так, я знал такой классический американский рэп, да, начиная там с Тупака. Тупак для меня был большой фигурой. И потом Эминем как продолжатель его флоу, потому что флоу Эминема зависит от флоу Тупака. Как мне кажется, оно такое баскетбольное, как вот жонглирование баскетбольным мячом. Это мне нравилось, а русский рэп я не знал. Нет, я не знал ни Ваню Нойза МС, никого. ТГК не знал, а сейчас с удовольствием слушаю все эти группы и этих исполнителей. Новая волна мне не очень нравится. Мне не заходит Ти-фест, не заходят вот новые мальчики, которые появляются в шоу «Танцы» и читают там свой рэпчик. Это все уже коммерция. Это не настоящий рэп. А каста? Каста — это настоящие парни, это настоящие. Ну, вернее, Василий Михайлович Вакуленко вышел из ростовского вот этого объединения. Он был в касте в свое время. Да, вы знаете, когда они приезжали в Якутск, я тогда работала в газете, и пошла писать про рэп. Тоже думала, что рэп — это йоу, и в какой-то момент вдруг я понимаю, что мне пересказывают вставную новеллу из моего любимого Волхва Фауза. Вот так вот. На минуточку. Здорово же. Вот, я понимаю, что это очень, оно. они, Да. они же умные мальчишки. Там вот в касте ребята были все с высшим образованием. Один из них, по-моему, был или стал потом преподавателем в высшем учебном заведении. То есть это, в общем, не то, что дворовые мальчики. Хорошие ребята. Но вы считаете это литературой? Поэзии уж точно. Мне кажется, это явление поэтически сложившееся, если говорить о рэпе. И, в частности, Василий Михайлович Вакуленко, он же Баста, он же Нагана, он же Нинтендо. Мне кажется, он сложился как поэт вполне себе. Во всяком случае, его самая важная на данный момент песня «Сансара» — это настоящее поэтическое высказывание о жизни, в котором сформулированы важнейшие смыслы. Да? Мы снова вдребезги, и нас не подчинить, плевать. Наши дети будут лучше, чем мы. Это гениальная строчка. Ее можно Бродскому показывать. Мы снова вдребезги, и нас не починить. Ну вот, кстати, вы когда-то говорили, что в каком-то интервью я вычитала, пока готовилась, что вот про хорошую книгу свою, можно сказать, ее не стыдно показать Бродскому. Да, это для меня критерий. Да. Вот это стихотворение я бы тоже мог Иосифу Александровичу показать. А из своих книг вы бы «Жажду». Прежде всего «Жажду», да, я за нее спокоен. Но она прошла и проверку временем, и проверку востребованностью, потому что она переведена на довольно большое количество языков, около 10. И во многих странах она становится популярной. Она хорошо продается во Франции, в Америке неплохо. Я получаю отзывы. Вот «Жажду» бы показал. «Степные боги» бы не постеснялся показать. Это серьезная работа, хорошая. Да, классный очень. Ага. Я думаю, ему «Холод» бы зашел. Зашел бы, да. Бродскому? Да, конечно. Потому что он бы считал там очень важные вот христианские вещи, которые я имел в виду. Их немногие видят, на самом деле. Забавную историю вам расскажу. Где-то год назад, вот еще до начала пандемии, мне позвонили из Института Франции в Москве. Значит, и говорят: Андрей, вы можете сегодня подойти в гостиницу «Метрополь»? Я говорю: могу, а зачем? Они говорят: тут приехала французская актриса Фанни Ардан, и она хочет с вами познакомиться. И я, значит, такой: ну да, приду.
Ну, то есть для меня же это легенда, да, там, жена Трюфо и замечательные роли в фильме «Соседка» там, и так далее. Я воспитывался на этих фильмах. И вообще какая-то заоблачная женщина, фантастической красоты. И я, значит, прихожу в отель, мы потом садимся с ней в кафе, начинаем болтать. Она хорошо очень говорит по-английски. И она достает мой холод на французском языке. А он как раз где-то месяца за два до этого вышел в Париже. И она час мне рассказывает, какую классную книгу я написал. Значит, и говорит все время она. И я такой, ну, типа, да, нормально. И в какой-то момент Фани заплакала. Там был момент, когда она мне пересказывала мой роман и сцену эвакуации людей из больницы. И я вижу, у нее глаза заблестели, Фани поплыла. И я понял, что вот она не просто так хотела со мной познакомиться. Слушайте, а если бы вам эту историю рассказали вот в Якутске тогда, когда вы писали «Жажду» для своих студентов вообще? Я бы поверил, потому что когда я писал «Жажду», у меня было твердое ощущение, что я создаю стоящую вещь. Было твердое ощущение, что я уже как-то не так ощущаю жизнь, нежели до этого. Я что-то понял тогда. Я что-то понял про литературу, про жизнь, про формирование смыслов и способ высказывания своей позиции. Вот это уже, я думаю, что, наверное, я бы так подумал, что да, это возможно с Фани Ардан. Ну и не только с нею, там, я не знаю, Фредерик Бигбедеру очень нравятся мои романы. Мы с ним в последнее время много общаемся, я дружу с ним. Бигбедер, прям когда мы с ним только знакомились, он мне написал: «Большая честь с вами познакомиться, я люблю ваши книги». Поэтому, ну, это как бы, ну, подтверждено уже. Слушай, давайте вернемся к «Тотальному диктанту». Все-таки это, ну, причина, Да-да, по которой, собственно приезда. говоря, вы здесь, да, тут вот фестиваль грамотности. Что вы тут будете делать? Мы предваряем, собственно говоря, мероприятие, которое произойдет 10 апреля. И я, пользуясь случаем, всех якутян приглашаю прийти на площадке «Тотального диктанта», принять участие в этой акции. Тем более, что Якутская республика уже высказала свою волю, да, очень активно поддержали наш призыв, потому что я, когда писал диктант 2020 года, являясь его автором, я как-то даже мечтать ведь не мог, да, что может такое произойти, и я на родину привезу это замечательное мероприятие. А когда уже мы отчитали, все это сделали, и речь уже шла о передаче другому городу, мне вдруг так захотелось, чтобы это было в Якутске. И я просто вот в Фейсбуке взял и написал: друзья, давайте поддержим эту хорошая же мысль. А там уже мне вот Ольга Александровна Рябковец, руководитель фонда «Тотальный диктант», она сказала, что в Якутске очень активная, говорит, команда, она работает, они могут, сказала она мне. И я раз говорю: давайте, земляки. И земляки пошли и начали голосовать, и мы с большим отрывом Якутск вошел вот в 5 финалистов, и потом победил в ней. И это был один из счастливейших дней моей жизни. То есть это все-таки ваша идея была? Но она, скажем так, родилась, я был наконечником копья. Я думаю, она витала в воздухе, но вот кто-то должен был ее высказать публично, призвать. Зачем нужны такие мероприятия, как вот «Тотальный диктант»? Вы знаете, Ирина, есть много вещей в жизни, которые нас разъединяют. Вот прямо очень много. Зависть, обиды, политика прямо очень разъединяют. Да? Бизнес, деньги. Вот. И очень немного вещей, которые нас могут объединить. Прежде всего, это язык. И, во-вторых, вот такие мероприятия, как этот «Тотальный диктант», где действительно люди, волонтеры, фантастически работают. Я уже объездил там очень много городов и вижу, как люди просто вот приходят, помогают, говорят: мы хотим прийти помочь «Тотальному диктанту». Дежурят, раздают, проверяют. Потрясающий какой-то энтузиазм. И крайне важно и для России в целом, и для нашего с вами региона в отдельности, потому что Россия многонациональная страна, понимаете, да? Люди говорят на разных языках. Моя хорошая знакомая писательница Алиса Ганиева из Дагестана, она мне однажды сказала, что в Дагестане вот живет так много этнических групп, и у них всех разные языки, что они не понимают друг друга, Ира. То есть в Дагестане люди из одной деревни не понимают людей из другой деревни, если они говорят на родном языке.
И Внимание. они говорят на русском. Точно. Он является средством межнационального общения и является основой, внимание, государственности Дагестана. А так иначе они распадутся на эти деревушки. И вот это будут такие вот Ватиканы, понимаете, да, маленькие графства Монако. Ну так их всех переловят поодиночке и все. И все это заглохнет. А так они развивают себе свою культуру, но, тем не менее, как политическое единство их То есть одного языка другого, кроме русского, который бы их объединял, общего нету. языка в Дагестане нет. Потому что вот, ну, в Якутии раньше это был якутский язык, потому что коренные малочисленные народы Севера, там они, ну, кроме своего языка, говорили еще на якутском. Да. Но и русские выполняют эту функцию. Якуты могут общаться с чукчами, с эвенами, с тунгусами на русском языке. На русском. Вот в чем штука. И пока у нас есть средства межнационального общения, нас не победить. Мы сильные, потому что вместе всегда лучше, мне кажется. А вот говоря про объединение, разъединение, как-то тоже у вас была такая мысль, что когда есть два полюса в мире, то все становится гораздо понятнее. Да, это в романе «Роза ветров». Да, совершенно верно. Так понятнее, чем очень много. Чем очень много. Так было, во всяком случае, до распада Советского Союза, да, когда существовал сильный центр капиталистический в США, и они диктовали все условия своим сателлитам. И Советский Союз, да, и он там своим вассалам диктовал условия. Ведь чего не происходило, Ирина? Локальных конфликтов не могло произойти. Потому что вот эти маленькие подчиненные одной стороны и другой стороны боялись вступать друг с другом в конфликты, потому что тогда они бы втягивали в конфликты своих шефов. А это все грозило ядерной войной. И значит, просто был запрет вертикальный, сверху донизу. Никаких конфликтов. Все решаем договоренностями. Боремся дипломатически. Ну, там, не знаю, на уровне спецслужб, в конце концов, да. Но вот не того, что творится сейчас. Весь мир просто погряз в каких-то маленьких ползучих боевых конфликтах. Люди гибнут и гибнут. Понимаете, какая штука? У нас как будто идет мировая война, не объявленная никем и никому. Это ровно происходит потому, что все разбежались. Вот я почему про Дагестан-то и сказал. Там этого не происходит, потому что они не разбегаются, а держатся все-таки вместе. Хотя они этнически разные. И языково они различны. Вот в чем штука. А вот то, что сейчас у нас общество раскололось на патриотов и либералов, Но мне кажется, это до известной степени искусственное разделение. а мне кажется, это тот самый спор славянофилов и западников. Ну вообще, да, он который- длится уже вот не первый век. Из него нет совершенно выхода, решения нет никакого. Всегда одна часть населения будет за ценности европейской цивилизации, а другая часть населения будет стоять, что ну, у нас свое есть, мы на своем стоим, да. У нас есть своя история, своя культура и так далее. Она как-то развивается. Хотя своя, ну как своя. Я сейчас очень много читаю Карамзина «Историю государства российского». Ну что такое Великая Россия? Это результат очень сложных конгломераций, да, перетечений, заимствований, потому что там сначала это до Рюрика какие-то языческие племена, потом позвали викингов, да, скандинавов. Скандинавы пришли, стали князьями. Здравствуйте. Значит, все говорят там на шведском, не знаю, на норвежском языке. Знать, да, вот эти князья и их дружинники. Остальные там славяне, мордва, я не знаю, вот эти племена, угличи, кривичи и так далее. Потом приходит Орда, появляется гигантское образование, да, административное, культурное, там, которое полмира владеет, да, Орда. От Тихого океана до Крыма. Это все Орда. И Россия становится всего лишь там частью этой Орды. И, конечно, это тоже влияет колоссально. В лингвистическом отношении, в политическом. Я недавно читал, что кто-то защитил диссертацию о влиянии российского права, скажем, 15-16 веков, от ордынской юридической мысли. Ну, да. Пожалуйста. Что наше право, оно во многом... Основано, да, оно на есе. Да, пожалуйста. И вот видите, и вот это все вместе получается такой вот кипящий, интереснейший котел, в результате которого что-то вот становится. Поэтому патриотом таким квасным, я патриот, это я сразу говорю, да, там для меня очень важные всякие вещи патриотические. Но квасным я отвечу так, что ну вот эта ваша история с панславянизмом, она не проходит, друзья.
Во мне в самом есть тунгусская кровь, кровь забайкальских казаков. Я уверен, что есть кровь викингов. Ну, как? Да? Вот. Но, с другой стороны, я совершенно не западных воззрений, потому что, ну, мне кажется, что это тоже, мне это не близко. А вы к этому пришли? Да, потому что я Потому часто... что вы все-таки учились часто. на Да, во-первых, ИНЯС я закончил. ИНЯС. Тогда я был западник откровенный. Вот, но потом, в связи со своей деятельностью литературной и с частыми поездками за рубеж, выступлениями и довольно длительным проживанием в различных странах, ну, у меня просто сердце не лежит, и все. Вот, но я не европеец, да, извините. Не получается. Не получается, потому что совершенно иной менталитет. Просто вот, ну, мы совершенно другие. И никогда, это еще Киплинг, извините, написал, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. 100% Редерт, англичанин, знал то, что знаю я. Не сойтись никогда. Так что надо какую-то свою дорогу искать. Искать вот через это кипение бурлящего котла, через ордынские корни, через корни викингов, через корни славян. Мы вот колоссальный конгломерат, я не знаю, лаборатория экспериментальная цивилизаций. Ну, то есть евразийская все-таки, да? Ну да, да, да. Которая создала уникальный совершенно тип, понимаете, да? И он этнически не маркирован. Я еще раз повторяю, во мне тунгусская кровь. Этнически он не маркирован. Мне так кажется. Вы в последний раз приезжали в Якутск на кинофестиваль. Что вам из якутского кино понравилось, запомнилось? Мне Или нравится что-то, всё. может быть, из Мне нравится последнего всё. тоже смотрели? Ну вот тогда, конкретно, когда я приезжал на тот кинофестиваль, я впервые увидел фильмы Сережи Потапова, еще чьи-то. Но вот мы еще подружились с Сергеем. И для меня это стало вот таким большим важным событием, потому что с тех пор мы 5 лет общаемся. Он когда приезжает в Москву, мы встречаемся все время, разговариваем, я смотрю его вещи на видео. Вот в Якутск, когда приезжаю, тоже что-то смотрю. Вы тогда «Бог Джесигей», наверное, смотрели? Да. Про ИСЭХ. Да, совершенно верно. Вот этот конь бегающий. Я был потрясен просто. Вот для меня это было колоссальное открытие. Потрясающий режиссер, действительно. Очень талантливый человек. Ну и вообще якутское кино — это просто какой-то огромный прорыв, прекраснейший. Все фильмы хорошие, я всех люблю. Вы гордитесь? Ну, очень, очень. И много всем говорю об этом на различных встречах. Да, конечно, горжусь. Потому что есть особый вот код этой земли. И его кинематографисты якутские считали и сумели четко транслировать на понятном всем языке. Понятном Москве, Парижу, Гонконгу. Этот язык оказался универсальным. А то, что смыслов в этой земле таится бесконечное множество, это было и до этого кинематографа. Но оно, может быть, в якутском пении, да, себя, я его раньше слышал, от которого там горловые, все эти вещи, да, мурашки по коже бегут. Я вот это слышал. В торжественных вот этих вот хореографических, да, вещах, когда на эсэхе происходит, когда много-много людей, да, это ритмически движутся. Вот это было. А тут кинематографисты пришли и сумели это на уровне сюжета передать. Вот эти вот коды вот этой земли. Понимаете, конечно. И они связаны именно с землей. Даже не только с народом, который живет на ней, а с самим пространством. Вот в чем штука. С самой рекой, с тайгой, с небом, с огромным количеством всего. Я бы сказал, вот Якутия — это место, где много всего. И вот это вот подлинное космическое величие, оно, его кинематографисты якутские смогли передать. Часто в немногословных своих фильмах, да, где не очень много диалогов, но вот как-то передали. И это я очень счастлив этому. Вы заядлый геймер. Вот пришел такой вопрос. Что вам дают компьютерные игры, идеи, сюжеты, отключение мозга или разрядку? Пожалуй, все вот сразу вместе, потому что, во-первых, настроение поднимается, когда просто я включаю PlayStation. Ну, если игра хорошая, сейчас все труднее найти хорошую игру. Ну, вы в РПГшки играете, да? Да, но их для меня перестали делать. Я же олдтаймер из старой гвардии. Тогда вот в 90-е, в начале 2000-х были хорошие эти
погрешные игры. А сейчас все больше рассчитаны на визуализацию и меньше на сюжет, меньше на драму, на персонажей. И мне это уже так не очень интересно. Ну, там, постреляешь и игру стираешь. Вот, поэтому для удовольствия играю, для погружения. Вот сейчас в данном случае играю ремейк Final Fantasy VII, японский. Мне нравится, здорово сделано, атмосферно, очень тонко, нежно. Есть, даже есть что украсть в плане драматургии. Я уже... Ой. Упала. Я уже присматриваюсь. А, Вы говорите, я вот заметила, наш регион, наша республика, Якутск, вы себя ощущаете якутянином? Да, конечно, вне всякого сомнения. И более широко, ну, человеком восточным, ну, сибирским, как минимум, я не знаю. Потому что мы очень отличаемся. Все упало у нас. А не выключите звук? Нормально? Мы с вами, Ира, очень сильно отличаемся. Я могу подать? Да? Нормально? Мы очень сильно отличаемся от жителей нашей же страны, западных регионов. Прямо очень сильно отличаемся. В менталитете, в психологии, в поведении. Поэтому я себя все-таки ассоциирую с людьми северными, восточными и так далее. У вас романы все не похожи один на другой. То есть вот здесь одна детская книга, там одна жизнеописательная, условно. Ну да, 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 да. Вот это намеренный такой прием? Да, мне нравится менять вселенные. Я понимаю авторов, которые, избрав какую-то успешную стратегию, дальше ее продолжают и развивают. Могут там писать детективы про какого-нибудь определенного персонажа, или писать на политические, острополитические темы, да, если у них это получается. Вот. Я понимаю их поведение, потому что оно заряжено на успех. Во-первых, я не очень заряжен на успех, вы знаете, Ира. Успех сам по себе меня не очень интересует, вообще, в принципе, не интересует. Меня интересует только, чтобы мне было интересно. Ну и чтобы Фанни Ардан заплакала, когда рассказывает мне мой роман. Мне этого достаточно. Тем более, это же никто не видел. Я, между прочим, вам первый это рассказываю. Я никогда и никому об этом не говорил. Это была наша с ней тайна. Так что сегодня у нас эксклюзив. Какое место у вас в Якутске самое любимое? Наверное, 202 микрорайон. Потому что я там школа 21 стоит, улица Богатырева, и вот дальше дамба. Детские воспоминания, мы ходили туда купаться, загорать, я с детьми туда со своими ходил, отдыхать летом. И мы часто уходили гулять туда дальше за дамбу, за вторые камни. Там, где совсем, там, где можно посреди луга увидеть лежащий на борту корабль. Вот такое было в 90-е, я не знаю, как сейчас. Лежат, да? Да. Вот это чудо, и мы идем с моими маленькими 3 детьми, да, травища вот такая, комары, зной, корабль в траве лежит. Ну, то есть это прекрасно. И потом раз ты доходишь, и открывается протока удивительной красоты. Вот эти места я очень люблю. То есть во всех Википедиях написано, что у вас место рождения это Иркутск. Иркутск. Да, Иркутск. Вот. Но родина для вас это Якутия? Разумеется, ну, Ира, я уехал из Иркутска, меня, вернее, родители увезли, когда мне было 14 лет. Это несознательный возраст. Я приехал в Якутию, год прожили мы в Уснере Амиконского района, потом перебрались в Якутск. И я здесь уже заканчивал выпускные классы школы, здесь поступил в университет. То есть все основные формообразующие годы произошли со мной здесь. Я здесь влюбился, женился, дети родились. То есть все самые главные события, которые происходят с человеком, произошли здесь. Я не знаю, ну вот как вам объяснить. Самолет сегодня заходит утром на посадку в 7 утра, и он пересекает Лену, а у меня мурашки по коже. Я же летаю, ну, очень много. Страны меняются, континенты, Африка, Америка, там разные всякие, Европа. У меня мурашки не бегут, когда я смотрю сверху на Париж. А в Якутске бегут. А в Якутске бегут. Ну что ж, мы вам всегда рады. Спасибо, Андрей Валерьевич, за такое увлекательное общение. Желаем вдохновения, новых идей. Спасибо. Чтобы Фанни Ардан плакала
Дальше. Дальше. Мы Да. напишем для нее новый роман. В эфире программы «Якутия Лайв» был писатель Андрей Геласимов. Читайте книги, пишите диктанты. Увидимся в эфире.